Аллах говорит в Священном Коране: не забывай своего удела в этом мире. Имам Куртуби говорит: твой удел этого мира — это саван. То единственное, что ты возьмешь из этого мира с собой, это саван. Ты оставишь все позади себя. Свою машину, банковский счет. Ты ничего не возьмешь. Свою популярность, свои красивые дома, власть. Все останется позади, когда ты направляешься в могилу. То есть 2 куска материи и больше ничего. И это реальность этого мира. Но мы часто обманываемся этим миром. Есть один из самых прекрасных примеров. И я приводил этот пример очень часто, касающийся реальности этого мира. Это пример имама Газали, рахимуллах, о человеке, который пробирается через джунгли. Он оглядывается назад и видит, что его преследует лев. Он бежит, подбегает к колодцу и прыгает в него. Когда он падает, то хватается за канат и вздыхает с облегчением. Затем он смотрит и видит, что лев над ним ждет его. Он смотрит вниз и видит большую змею с открытой пастью, которая ждет, пока тот упадет. И все, что у него есть, это канат. Потом, через некоторое время, он видит черную и белую мышь на веревке, которые начинают грызть ее. Над ним лев, под ним змея. Единственная поддержка — это веревка. И ее сейчас начинают грызть. А перед собой он видит соты. Смотрит на эти соты и кладет палец туда. Берет мед на палец, затем на язык и пробует на вкус. Сладость меда моментально заставляет его забыть льва, змею и 2 мышей. Имам Газали, рахимуллах, говорит: лев — это смерть, которая всегда преследует тебя. Змея — это твоя могила, в которую упадет каждый человек. И если это хороший человек, то он окажется в райских садах. А если он плохой, то он будет в яме ада. Веревка — это его жизнь. Черная мышь означает ночь, а белая — день. И они постоянно грызут на протяжении твоей жизни. Что касается меда, то это дунья, этот мир, мирская жизнь. Человек пробует сладость жизни и забывает смерть, забывает могилу. Он забывает о том, что придет день, и он умрет, и ему придется стать перед своим Создателем. И это реальность этого мира.